Трассу Балхчи-Барскун не ремонтировали почти 50 лет, из-за чего местные жители испытывали большие трудности. Один из них – Эркинбек Асанов. Ему 85 лет, и он почти всю жизнь прожил в Томском районе. По его словам, в последний раз автодорогу Балхчи-Барскун ремонтировали, когда ему было чуть более 30 лет. С тех пор вопрос реконструкции трассы не поднимался сегодня. Местные жители очень рады началу ремонта. Местные власти долгие годы не реагировали на состояние этой дороги. Недавно эту проблему увидел глава государства. Он дал указание отремонтировать трассу. За 50 лет шоссе совсем разрушилось и стало узким. Даже одна машина проезжает с трудом. Вдоль дороги нет освещения. Бывали случаи, когда машины сбивали домашний скот. Здесь начата реконструкция трассы и прокладка дорожного полотна. Проект реализуется по инициативе и поручению главы государства Садыра Джапарова при финансировании закрытого акционерного общества Kumtor Gold Company. На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 километров дороги. Общая протяженность трассы составляет порядка 141 километра. Немаловажно отметить, что впервые в истории независимого Кыргызстана генеральным подрядчиком по строительству выступает отечественная компания. Данная трасса будет четырехполосная, ширина асфальта будет составлять 17,5 метров. Здесь будет уложено двухслойное асфальтирование. Для устройства верхнего слоя будет применяться немецкая технология ЩМА, которая позволит увеличить срок эксплуатации в 2 раза. Верхний слой, именно дорожной одежды, верхний слой дорожной одежды будет щебенечно-мастичный асфальтобетон. Это было разработано с немцами 50 лет назад. Мы недавно, с 2014-2015 года, начали внедрять именно это в Кыргызстане. Сейчас именно ШМА уложена на дороге, на новой дороге север-юг. Сейчас мы вот эту новую технологию мы тоже здесь внедряем, и будет здесь тоже 6-сантиметровое щебенчатое асфальтобетонное покрытие будет. По словам акима Томского района, местные власти будут оказывать всяческую помощь в работе по реконструкции трассы. Вопросы, связанные с документацией, и другие задачи будут решаться в кратчайшие сроки. Мы со своей стороны будем прикладывать все усилия для того, чтобы работа шла в хорошем темпе. На нас лежит ответственность за выдачу документов. Например, мы будем контролировать выдачу разрешения для добычи гравия и не только. Очень важно, чтобы эта дорога была возведена в сроки. Однако здесь дорожники столкнулись с другой проблемой. Территория, по которой пролегает трасса Балхчи-Барскун, оказалась в болотистой местности, которая образовалась из-за обильных дождей. Значит, самое проблематичное – это то, что вся дорога проходит в заболоченной местности. И с правой стороны подпитка воды, и с левой стороны подпитка воды. Значит, самая большая проблема – это вот это болото, на которое мы сейчас смотрим. Оно тянется на 1,2 километра. Глубина составляет от 2,5 метров до 1,10 м этого болота. Вот на такую глубину мы выбрали отсюда болотистый материал, дошли до гравийного материала. Близлежащая территория трассы Балхчи-Барскун оказалась весьма болотистой, из-за чего пришлось проводить геодезические работы. Для этого специально применяется прибор Вешка, который позволяет узнать точную глубину данного болота. Для этого необходимо просто установить прибор, и, как показывает прибор, глубина данного болота составляет порядка 1 метра. На участке мы используем электронные приборы, тахиометр Leica TS06, а также новое оборудование GPS, которое связано которое отдает сигнал от спутника. Вот такие приборы мы используем на участке. Вот, и решение заболоченных мест, вообще заболоченные места тянутся от 5 до 25 километра с левой и с правой стороны. Решения принимаются в данное время укладкой камня, скальных камней, скального грунта. Вот, она привозится с расстояния более 25 километров на участок. Для возведения земляного полотна на болоте используют различные материалы, такие как рваный камень, который получают в результате взрыва горных пород.
мы не ожидали столько будет болота. Поэтому сейчас мы вынуждены 1,5 метра, 2 метра выкопать непригодный материал, вывести и хороший скальный грунт на место завести. Это называется замена грунта. Это для устойчивости земполотна и для качества дорог. За моей спиной сейчас идет данное время, которое вышесказанные виды работы идет. Параллельно на трассе проводится прокладка коммуникаций. Планируется провести 36 трубопроводных систем диаметром от 1 до 2 метров. На реконструкцию дороги выделено $20 миллионов США. Финансирование мы аванс получили. За счет аванса мы сейчас работаем. Сейчас вот месяц закончится, как мы начали работать. Строители отмечают, что проект Балчи-Барскон должен стать стартом для развития дорожной отрасли Кыргызстана. По их словам, широкополосная дорога будет отвечать всем необходимым современным стандартам и требованиям для обеспечения непрерывного, безопасного, комфортного движения транспортных средств. Еще одну трассу строит отечественный подрядчик. На участке трассы Бишкек-Ош со 131 по 141 километр прокладывают новый асфальт. Раньше там проводили только ямочные работы. Теперь было решено ремонтировать 8 километров дорог. Так, на участке автодороги Бишкек-Ош уже начата работа по укладке асфальта. Отметим, дороги здесь строили с 1998 по 2003 год. И полноценного ремонта трасса не видела порядка 20 лет. Кнопкамен наборлап, и набордан алып, и набор. А бұл кнопкамен. Трассу прокладывают тщательно и с учетом всех правил. Так называемую дорожную подушку проверяют через каждую просыпку асфальтобетона. Рабочий Байгаз Айбекулу рассказывает, что дорогу проложат в 2 слоя. Первый в 7 сантиметров, второй в 5. Я контролирую работу этого станка. Через каждую высыпку проверяю толщину асфальтобетона. Работу мы начали в конце июля. По плану укладка должна завершиться 30 сентября. Все идет по плану. Подрядчиком проекта по строительству участка дороги Бишкек-Ош выступает отечественная компания «Осоммостдорстрой». До конца сентября планируется заасфальтировать 8 километров трассы. Для работ привлечено порядка 30 специалистов и 40 единиц техники. Качество асфальтобетонного покрытия проверяют лаборатории. На сегодняшний день завершена прокладка порядка 3 километров дороги первым слоем асфальтобетона. Уже начинаем прокладывать второй. На дороге интенсивный поток авто. Несмотря на это, пробок нет. Рабочие все регулируют. Старый слой дороги рабочие убирали фрезой. После начала прокладки нового асфальта для реконструкции из республиканского бюджета было выделено свыше 164 миллионов сомов. Тендер проведен на основании капитального вложения, по статье капитального вложения, проведен со стороны дорожно-эксплуатационного учреждения номер 9 6 июня этого года. И на сегодняшний день договор заключен и ведутся все необходимые дорожные работы. Больше всего реанимирование участка автотрассы Бишкек-Ош рады водители. По их словам, долгие годы им приходилось буквально утопать в ямах. Ломались машины, а колеса приходилось менять практически после каждого проезда дороги. Часто ездим по этим дорогам Бишкек-Ош. Каждые 2-3 дня проезжаем по этой дороге. Раньше дорога была очень страшная, везде были большие ямы. Сейчас вот смотрим, новый асфальт укладывает, радуемся по-своему. Дай бог, чтобы дорога была такая хорошая, да? Чистая, хорошая. Знаете, сколько аварий происходит из-за плохой дороги? Трасса Бишкек-Ош неплохая, но именно тот участок, который сейчас строят, был в плохом состоянии. Надеюсь, строительство трассы закончат быстро, и мы сможем ездить без всяких помех.
Я работаю таксистом. Из-за плохой трассы почти всю выручку я отдавал на ремонт машины. А теперь так обрадовался, когда увидел, что здесь прокладывают новую дорогу. Станет безопаснее ездить. Активное строительство дорог увеличивает и транзитный потенциал страны, уверены эксперты, поскольку географическое расположение Кыргызстана обладает определенным преимуществом. Дорога Бишкек-Нарын-Туругард соединяет их с международным транспортным коридором. Это основной маршрут из Китая в Казахстан, затем в Россию и Европу. Далее идет дорога Ош-Сарыташ-Иркиштам, которая соединит с тем же Китаем с юга. Через КПП Иркиштам товары из Китая можно транспортировать в Узбекистан, Таджикистан, Турцию и Персидский залив. Транзитные маршруты внутри страны – это Бишкек-Ош, Тарас-Таласу-Самыр. За последние десятилетия претерпели десятки ремонтов и обновлений. Основная торговая сеть проходит через эти маршруты. Также идет строительство альтернативной дороги север-юг. Эта трасса станет основным транзитным маршрутом, что позволит стране выйти из транспортного тупика при сохранении экономической самостоятельности. Соединение данной дороги с дорогами Казахстана и России на севере страны и Таджикистаном на юге позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия-Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан в обход Республики Узбекистан. О транзитном потенциале страны и его развитии говорил президент Садыр Жапаров в своей поздравительной речи 31 августа. Кыргызстан географиялык жактан жол туңгуюгунда деген ырастоо жаңылыш. Андыктан биздин патриот адистерибиз өлкөнүн транзит. Говорить, что Кыргызстан находится в географическом транспортном тупике, ошибочно. Поэтому наши патриотичные специалисты усиленно работают над увеличением транзитного потенциала страны. В наших основных планах с учетом условий нашего государства создание мультимодальных грузовых авиахабов, строительство промышленных торгово-логистических комплексов с целью увеличения пропускной способности международных аэропортов Манас, Тамчи, Баткен и Ош. Надеемся, что ввод в эксплуатацию крупных объектов через инструменты государственно-частного партнерства, быстрое создание и запуск инвестиционных фондов будут способствовать оздоровлению экономики. Готовятся соответствующие указы и решения Кабинета министров. Отметим, что сейчас рассматривается проект развития аэропорта Манас. Если усилия по развитию транспортной инфраструктуры страны, как наземной, так и воздушной, будут реализованы, это повысит интерес к нашей стране для инвестиций и сотрудничества у развитых стран. Необходимо развивать аэропорты, создавать авиахабы. Надо работать над этими проектами, воплощать их в реальность, снизить цены на керосин, повысить уровень грузооборота и пассажирооборота. Создать для этого необходимые условия, подготовить и обучить специалистов. У нас на это есть все возможности, нужно просто правильно их использовать. По словам эксперта, нужно продвигать проект строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Этот проект несет в себе грандиозные потенциальные экономические выгоды. Кундуз Кадатай, Абгизат Машрапов, ЛТР. Итоги недели.